Власти Таджикистана выдворяют из страны афганских мигрантов. В Таджикистане увеличилась задолженность по зарплате. Посол Кыргызстана обсудил с министрами Таджикистана вопросы безопасности в приграничье. Байден объявил о выделении крупнейшего транша военной помощи Украине на $3 миллиарда. За последние несколько дней из Таджикистана были депортированы не менее 9 граждан Афганистана, об этом сообщает радио Азади со ссылкой на свои источники. Достоверный источник радио сообщил, что выдворение афганских беженцев началось в конце прошлой недели. Сотрудники органов госбезопасности доставили беженцев на границу с Афганистаном и выслали из страны. Почему возникла такая ситуация, нам неизвестно. Некоторых афганских беженцев пригласили в местное отделение госбезопасности на проверке документов, а некоторых забрали прямо из дома, сказал источник на условиях анонимности. Два других источника сообщили, что число депортированных может быть значительно больше. В Душанбинском офисе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сказали, что знают о выдворении беженцев и заверили, что официальное сообщение об этом будет опубликовано в ближайшее время. В пресс-центре МВД Таджикистана сообщили, что с начала года в отношении 32 граждан Афганистана составлены протоколы о нарушении правил пребывания в стране. Все они оштрафованы, никто и не выслан из страны, добавили в пресс-центре. В распоряжении радио также оказалась аудиозапись афганской женщины, которая, по ее словам, была депортирована из Таджикистана в Афганистан. Она обращается к афганским беженцам с просьбой быть бдительными и предельно осторожными. Нам сказали, что отвезут в Душанбе, однако доставили на границу с Афганистаном. Будьте бдительны, если кто-то из вашей семьи работает, попросите остаться дома. Прогуливаться по улицам Душанбе я вам не рекомендую, говорит она. По ее словам, вместе с ней выдворили 2 афганцев, у одного из которого было удостоверение беженца УВКБ ООН. Сообщения о принудительном возвращении беженцев серьезно обеспокоили других афганцев, живущих в Таджикистане. Некоторые из них написали на своих страницах в соцсетях, что из-за угрозы депортации не покидают свои жилища. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к лету 2022 года в Таджикистане находилось чуть более 8500 афганских беженцев и соискателей убежища. Общая задолженность по заработной плате в Таджикистане с учетом прошлых лет на начало второго полугодия 2022 года составила около 28,5 миллионов сомони. Об этом сообщает агентство по статистике при президенте страны. На конец июня 2022 года по сравнению с данными на конец мая 2022 года задолженность увеличилась на 431,7 тысяч сомони, или на 1,5%, отмечают в ведомстве. Больше всего долг по зарплате сложился в секторе добычи полезных ископаемых, около 15 миллионов сомони или 52,6% от общей суммы задолженности. А в сфере услуг, в транспортной деятельности и хранения грузов около 6,3 миллионов или 22,1%. Среднемесячная номинальная зарплата в республике, согласно статданным, составляет в июне этого года 1907 сомони. Сравнительно больше в Таджикистане получают сотрудники банков и страховых компаний, где средняя зарплата составляет 5199 сомони. Наиболее же низкая зарплата у работников аграрной отрасли – 645 сомони. Посол Кыргызстана в Таджикистане Эрлан Абдылдаев 23 августа в Душанбе обсудил с министром внутренних дел Республики Таджикистан Рамазаном Рахимзоде основные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе в миграционной и правоохранительных сферах. Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызской Республики, в ходе встречи стороны отметили важность поддержки тесного взаимодействия между правоохранительными органами двух стран, которое должно оказать положительное влияние на обеспечение безопасности и стабильности в приграничных районах двух стран. По данным внешнеполитического ведомства, глава МВД Таджикистана подчеркнул, что сохраняется угроза от действующих на севере Афганистана международных террористических организаций и акцентировал внимание на необходимости приложения совместных усилий по недопущению эскалации ситуации в данном направлении.
За день до этого, 22 августа, Эрлан Абдуллаев провел встречу с замглавы МИД Таджикистана Садыком Имамоми и обсудил перспективы развития двухстороннего сотрудничества, в том числе защиту прав граждан, а также приграничное и межрегиональное сотрудничество. Стороны обратили внимание на необходимость продолжения совместной работы по восстановлению и укреплению доверия среди местного населения приграничных областей двух стран для обеспечения стабильности и безопасности в приграничье, заключили в МИД. Президент США Джо Байден заявил, что Украине будет предоставлен самый крупный в истории Штатов пакет военной помощи. О выделении помощи на сумму около $2,98 миллиарда говорится в заявлении Байдена по случаю Дня независимости Украины. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. США готовы поддержать народ Украины, который продолжает борьбу за свой суверенитет. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день транше помощи в сфере безопасности – примерно $2,98 миллиардов на вооружение и оборудование, которое будет предоставлено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, говорится в заявлении. Эта помощь, по словам Байдена, позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары для самообороны. По данным «Голоса Америки», с начала работы администрации Байдена оказала Украине военную помощь в размере $10,6 миллиардов. Большая часть из этих средств выделена за последние полгода, за время российско-украинского конфликта.